Здравствуйте. И снова с вами в телеэфире 31 канала журналист Геннадий Бендицкий вместе со своими коллегами Маратом Осиповым и Сапой Микибаевым. Темы, которые мы поднимаем, касаются всех и каждого. Смотрите и слушайте. Вы имеете право знать. 2 недели назад в эфире 31 канала вышла наша передача, посвященная проблемам казахстанской железной дороги. В ней мы говорили про неожиданно возникшие сложности с только что построенной железнодорожной линией Хоргос-Жетыген. В нее было вложено государством 150 миллиардов тенге. И теперь она в буквальном смысле может оказаться погребенной под песками. А еще мы рассказали про укоренившийся в национальной компании «Казахстан» Темиржолы странный подход к госзакупкам, когда втридорога приобретается далеко не самое лучшее, и наоборот, когда качеством жертвуют во имя сомнительной экономии. Если честно, после той телепрограммы нам показалось, что сказали мы по этому поводу все, что могли. Тема на некоторое время исчерпала себя, и возвращаться к ней еще долго не придется. Однако реакция руководства «Казахстан» Темиржолы, последовавшая на нашу передачу, была настолько молниеносной, что это не могло нас не заинтриговать. В попытке всех убедить, что на казахстанских железных дорогах не все так плохо, как об этом говорят злые языки, нашу съемочную группу сначала пригласили проехать с инспекторской проверкой по той самой ветке Хоргос-Жетыген. Видимо, чтобы мы сами убедились, что несмотря на проблему с наступающими песками, поезда по ней ходить все-таки могут. А после собрали целый чиновничий консилиум по поводу госзакупок, пообещав, что мы получим исчерпывающие ответы на все интересующие нас вопросы. Согласитесь, редкое средство массовой информации может похвастаться подобным заботливым вниманием со стороны госструктуры. А потому грех было отказываться от сделанного предложения. Мы согласились и впоследствии не пожалели об этом, поскольку по ходу дела много нового и интересного узнали о потаенной стороне жизни казахстанской железной дороги. Проехав в начале этой недели по железнодорожной ветке Жетыген-Хоргос, мы с нашим оператором собственными глазами увидели, как строители изо всех сил пытаются спасти оказавшийся на грани провала грандиозный межгосударственный проект трансконтинентального железнодорожного коридора из Китая в Россию и Европу. Уже полностью построенная железнодорожная ветка длиной в 300 километров от китайской границы до расположенного под Алматы поселка Жетыген на одном из ее участков оказалась подвержена наступлению песков. Ранее стабильных, а теперь из-за строительства железной дороги, пришедших в движение. Мы уже показывали вот это видео, снятое минувшим летом правоохранительными органами, где четко видно, как пески засыпают рельсы настолько, что безопасное движение по ним кажется весьма сомнительным. С тех пор железнодорожники совершили почти невозможное. Они сделали все, чтобы ослабить натиск песков. Тем не менее, наша дорога на тепловозе с 2 командирскими вагонами заняла туда и обратно целый день, с 7 утра до 12 вечера. Вопреки утверждению железнодорожного начальства, что это займет не более 6 часов в один конец. Лишние 5 часов наши сопровождавшие списали на остановке по нашей же просьбе. Но в большей степени на скорость движения влиял скот, постоянно выходивший на железнодорожные пути и заставлявший машиниста сбавлять ход иногда до полной остановки. С учетом того, что по проложенной от китайской границы 300-километровой одноколейке планируется пустить чуть ли не весь грузопассажирский поток из Поднебесной, это путешествие обещает стать более затяжным, чем планировалось изначально. Скорость бокового не более 40. Не более 40 выполняю. Гляди по ТКРС. РС вижу. Пришедшие из-за строительства в движение пески действительно подкинули проекту немало проблем. Мы оценили всю проделанную за несколько последних месяцев титаническую работу строителей железной дороги. Песок, который мы показывали зрителям 2 недели назад, действительно убрали, и окружающие песчаные барханы постарались закрепить вот такими сетками. А на многокилометровом пути их движения возвели вот такие фортификационные укрепления из камышовых матов. А откосы железнодорожной насыпи укрепляли, засевая пустынными растениями. Конечный пункт на казахстанской территории, станцию Алтынколь, сейчас сплошняком засыпают булыжником и галькой из ближайших селевых выбросов. В общем, битва с природным явлением здесь ведется нешуточная.
Приглашенный в поездку в качестве эксперта профессор Казахстанской транспортной академии Сергей Косенко остался под большим впечатлением от увиденного. Ну, откровенно говоря, впервые увидев это, было так тревожно как бы. То есть даже в какой-то степени мы были в растерянности, сможем ли мы это все дело решить. Это барханные пески мелкой полеватой фракции, вот с этих вот барханов. Их удержать практически невозможно, но то, что делают сейчас путейцы, это первоочередные меры против сильного заноса. А мелкие такие переносы все равно будут. И на самой станции Алтынколь, и на этих перегонах видно, что песок остановили. В большинстве случаев, ну, может быть, исключение составляет конкретно вот этот участок, на котором мы находимся, потому что здесь вот особо крупный такой бархан. Вот его еще надо укреплять. Достаточно дорогое удовольствие. Ну, по ориентировочным оценкам можно предположить, что это 20 миллионов тенге на километр. Сумма, в которую оцениваются человеческие силы и материальные ресурсы, затраченные на борьбу с пришедшими в движение барханами, впечатляют. И строители, и эксперты сходятся в одном. Удовольствие это весьма недешевое. Например, даже бетонные столбы высоковольтной линии, идущие вдоль железной дороги, в песке стоять не хотят. И их приходится закреплять вот таким непростым способом. Насколько действенно, покажет время. А вот что рассказал нам про свою войну с наступающими песками начальник строительства железной дороги Али Карабаевич. Согласен с вами, что долго решался вопрос по причине того, что для нас вообще это совершенно новое дело было. И мы вынуждены были делать длительный период времени, делать эксперименты на некоторых наших участках. Значит, пытались воспользоваться рядом различных технических решений по укреплению откосов. И, наверное, может быть, мы где-то месяц-другой потеряли на том, что экспериментировали. Но я думаю, это не зря будем говорить так. До того, как проектирование шло, возможно, надо было какие-то провести, может быть, исследования дополнительные. И уже к завершению проектирования, возможно, надо было принять какое-то решение. Может, мы не имели такие проблемы, которые сегодня мы имеем место. Наверное, возможно, надо с этим, как говорится, согласиться. Но я полагаю, что принятое решение, ну, хоть оно и поздно, но оно, считаю, технически правильно, грамотно, оно обыграно со всех сторон, будем говорить так. И вот свидетелями, вот сейчас мы находимся на станции Алтынколь, которая больше всех пострадала от того, что мы опоздали выполнить вот эту поставленную задачу. По причине того, что сетка поздно пришла там и так далее. Но сейчас, как вы видите, мы это дело подправили. Вот буквально за 1,5 месяца после того, как этот разъезд был полностью занесен. По прогнозам самих строителей и научных экспертов, на то, чтобы полностью остановить движение барханов вдоль новой железной дороги, уйдет по меньшей мере 2 или 3 года. Успеет ли заработать за это время в полную мощь трансконтинентальный транспортный коридор из Китая в Россию и Европу? И начнет ли он приносить казахстанской казне прибыль, судить не беремся. А вот расходы пока налицо. Из выделенных на строительство этой железной дороги 150 миллиардов бюджетных тенге, 130 миллиардов уже полностью израсходованы.